Приехав в Крым, тоже через буквально 2 года или 2,5 года я нострифицировал там диплом и открыл в Крыму клинику. Место Албат, сейчас называется Куйбышево, в участковой больнице на 3-м этаже была наша клиника. В ней тоже лечились... Бахчисарай. Да, Бахчисарай. Ну, кстати, по-моему, до меня там тоже не было частных наркологических клиник в Крыму. Были какие-то кабинеты, были хозрасчетные отделения. Но чтобы частной наркологической клиники вот такого масштаба, и чтобы проводилось адекватное лечение, не было. Клиника была в живописных местах. Работали мы по полной программе. А сколько лет проработала эта клиника в Крыму? Практически 10 лет проработала эта клиника. Мне предлагали. Предлагали остаться, предлагали принять условия, предлагали работать там. И, может быть, если бы я там остался, и эта клиника тоже бы там продуктивно работала, да, ну, я по своим личным убеждениям уехал, и я не хотел с ними работать, так не бывает, что присягу даешь и тут же ей изменяешь. Не хотел работать с их законами в медицине, и не мог воспринимать отношения их к медицине, к работе и ко всему этому. Поэтому я развернулся и уехал. Люди, с которыми вы начинали свой путь, из Узбекистана переезжают с вами в Крым, а из Крыма переезжают с вами в Киев. Мы работаем вместе, у нас одни цели, одни мысли, можно сказать, единомыслие. Мы лечим больных, и нам важен эффект. Поэтому судьба сложилась, что мы работаем вместе. Но это один костяк с Узбекистана, у меня 2 врача. А так очень много врачей, поменялось у нас. В Узбекистане, в Крыму были свои врачи, многие остались, один он там стал коллаборационистом, активно поддерживал эту российскую, он ушел от нас, по сей день там поет дифирамбы российской власти там. Один остался доктор, потому что у него семья, он не смог уехать. В общем, ситуация такая. Медсестры тоже не могли. Это же невозможно взять, бросить дом и семью. Это я решил, дал указание, и вся моя семья сюда выехала. В общем, и те доктора, которые со мной были, они тоже приняли решение и приехали.